Для начала я хотел бы напомнить, коммунисты появляются в истории не в случайные моменты времени, а именно тогда, когда требуется спасти страну. Так было в 17 году. Многие уже забыли, потому что прошло 20 лет с момента дефолта, который произошел в 98 году. А многих, может быть, еще тогда и не было на свете, а многие ходили, что называется, под стол пешком. Так что произошло тогда, в 99-х, 2002 годах? Путин от бессилия призвал к ключевым постам правительства коммунистов Примакова и Геращенко, и они спасли экономику. Что сделал Геращенко? Он, не слушая никаких либералов, запустил, что называется, печатный станок. И все ему визжали и кричали: вы разгоните инфляцию. А инфляция, наоборот, упала за 3 года на 60%. Что сделал Примаков? Он восстановил в правах планирование и воскресил сельское хозяйство и машиностроение. Но как только появились первые успехи, либералы тут же выкинули из правительства и Примакова, и Геращенко, и обратно взялись делить то, что было уже, чему было положено начало. Так вот, каковы основы 3 слона политики правительства, нынешнего правительства? Это, первое, это искусственно поддерживаемая инфляция. Второе, это зажимание денежной массы. И третье, налогообложение, в котором каждый, особенно монополист, вправе выбивать себе льготы и преференции за счет тех, кто такими правами воспользоваться не может. А между тем, опираясь на тот же опыт Советского Союза, опыт Примакова и Геращенко, нужно как раз обратное. Вместо инфляции нужно сознательно поддерживаемая дефляция. Только сознательно поддерживаемая дефляция, курс на дефляцию, сможет спасти экономику и повысить благосостояние. Я прошу проявлять максимальную активность в любой форме, будь то это выборы, митинги, чтобы в нашем правительстве, что в республике, что в стране было больше коммунистов. И тогда наши коммунисты, если станут членами правительства, они смогут провести те денежные, экономические и финансовые реформы, без которых страна не выживет. Путин оценил положительные итоги развития правительства. Давайте посмотрим коротко экономику. Рост экономики 1,5% валовый продукт, когда в Китае 8, Индии 7, США 4. О каком рывке может идти речь? Создание обещано было 25 миллионов высокоразвитых рабочих мест. Где они? Поднять производительность труда на 50%. Фактически рост 0,5%. Снизить бедность. Она растет. В 2012-2016 году 15 миллионов, в 2017 уже 20 миллионов. Снизить инфляцию. Выполнили данный пункт. Однако уже за последние 4 месяца, обратите внимание, подорожали бензин, хлебобулочные изделия, мясопродукты, введен дополнительный НДС-2. Здесь вот объясняли. А человек не понимает, что НДС ведь накручивается на все стадии производства и реализации товара. 2% превращается в 20-25%. Это все ерунда, что 2%. А если посчитать все циклы производства, то выливается в удорожение. Сейчас нам обещают вывоз мусора. Слушайте, астрономические цифры называют то 200, то 500 рублей с человека. Вы можете человека это осилить? Мало того, коммунальные услуги растут, еще и нам это. Комитет Комстат, которому я абсолютно не верю, статистике, после того, как Комстат вошел структурным подразделением Министерства экономики и развития Силуанова, публикует туктовые данные. Среднюю зарплату, например, по Коме 50 тысяч рублей. Но ведь в майских указах Путин обещал врачу платить 2 оклада, а учителю 1 оклад. Хорошо, где врач получает 100 тысяч, а учитель 50 тысяч? Я прошу обратиться к горком статистику или в администрацию, все-таки, чтобы статистика дала задание, все-таки муниципальные учреждения, не надо мне частные, средняя зарплата по здравоохранению
В проекте закона, я остановлюсь конкретно на изменениях в закон. В проекте закона остается льготный порядок выхода на пенсию сил, силовых ведомств 20 лет. Но ничего пока не говорится, сохранилась ли льгота для учителей 25 лет и врача 30 лет. Если нет, то, допустим, гаишник будет выходить на пенсию 40-45 лет, а хирург до 65 лет будет ковыряться в гнилых кишках пациентов, выйдет-то в 65 лет. Второе. Сохранены льготы по уходу за инвалидами, пенсионерами старше 80 лет, в том числе оплата по уходу неработающих. Раньше студент мог, допустим, оформить на работу по уходу за пенсионером, получать 1200 рублей. Ну и самое главное, у него шел стаж рабочий. Бездарное антинародное правительство продолжает своими реформами затягивать удавку на нашей шее. А премьер Медведев и все эти министры-капиталисты в лице Силуановых, Голиковых, Орешкиных, Набиулиных и других упырей при поддержке Единой России от якобы имени народа поддержат все, что им прикажут. Нас считают быдлом и баранами. Когда эта кукла Голикова с умилением в голосе рассказывает, какие у нас будут огромные пенсии в результате их повышения на 1000 рублей в год. Ведь по словам Голиковой, через 6 лет мы будем получать бешеные деньги, целых 20 000 рублей, вместо 14, которые получают сейчас в среднем, на которые мы сможем путешествовать по всему миру и богато жить. Когда Силуанов заявляет, что подняв НДС на 2% и получив за счет этого 500-600 миллиардов рублей, правительство сможет отстроить всю Россию, когда у них было 18%, и они добавили эти 2%, на которые мы якобы сможем путешествовать, то это вызывает не только удивление, но это вызывает смех. Когда пропавшая, а затем появившаяся из ниоткуда, как в цирке, Набиуллина говорит, что надо повысить проценты по кредитам, при этом зная, что из страны за этот год будет выведено 55 миллиардов долларов, не рублей, долларов. И что предотвратить это невозможно. Когда Орешкин говорит, что за следующие 3 года надо удвоить капитал и сложить его в кубышку за границей, и говорит еще много такого, о чем мы с вами будем жить лучше, когда министры хотят навести порядок в единственном, что у нас еще осталось на сегодняшний день. Это на дачах, заставив платить за туалеты, теплицы и бани, то хочется взять винтовку и, как тот матрос Железняк, историческая личность, сказать: ну-ка, ребята, которые здесь временные, выходи,